Я считаю эти меры полностью оправданными из-за действий мошенников. Могу сказать, что дополнительно то, что Банк России сейчас этим занялся и объявил об этом, на самом деле эта работа велась коммерческими банками уже довольно давно в инициативном порядке. Просто чтобы получать меньше нареканий со стороны пользователя, они проверяли те или иные нетипичные платежи и довольно часто их блокировали. Сейчас эта работа уже становится системной и возглавил ее, соответственно, Банк России. Другое дело, что если банки будут перегибать палку и слишком часто все блокировать, слишком ревностно смотреть за всеми платежами, они получат отток клиентской базы. Просто люди не захотят, чтобы их распоряжения как-то задерживались, не исполнялись, и старые добрые наличные, в общем-то, будут опять рулить. На самом деле соперничество мошенников с системой недопущения мошенничества, она бесконечна. Каждый раз будет придумываться что-то новое. На любое действие там Банка России будет какая-то дополнительная схема разработана. И наоборот, защита от этой схемы будет. Соответственно, основное, что надо делать, это, скажем так, финансовая гигиена. То есть не связываться с какими-то непонятными людьми, не верить в то, что они там представляют правоохранительные органы, не сообщать о себе лишней информации любой. Я думаю, что защиты полной, конечно, это не обеспечит, но это отсечет там процентов 90, скажем так, успешных мошенников. Следует понимать, что это так называемые высокие технологии, без каких-либо скидок. Средства манипулирования людьми, они все время совершенствуются, и скажем так, разработки ведутся на самом высоком уровне. И то, что они сейчас применяются для мошенничества, это вовсе не означает, что они потом для чего-то еще не будут более серьезно применяться. Вполне возможно, что это происходит и на уровне государства тоже. Что касается защиты, но здесь следует понять просто, что, возможно, какие-то свои деньги надо затруднить к ним доступ. То есть, чтобы даже переданный код не там, предоставлял, к примеру, какие-то доступы к этим деньгам. Иногда имеет смысл разложить деньги по разным счетам и, допустим, кучкам наличных. То есть защита, в принципе, она есть, но, повторюсь, то, что работает сейчас, не работает завтра.